Здравствуйте, с вами передача «Акцент», и сегодня мы поговорим о огромном пласте работы, который предстоит сделать правительству Российской Федерации. Наш гость Михаил Присяжный, министр профобразования, расскажет о том, что такое наши профессиональные стандарты, которые будут внедряться фактически по всей территории страны. Михаил Юрьевич Присяжный, министр профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха-Якутия. Окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности государственное и муниципальное управление. Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Лауреат государственной премии Республики Саха-Якутия в области науки и техники. Спасибо, Николай, за приглашение. Действительно, профессиональные стандарты – это понятие, которое сейчас многих пугает. Пугает не просто простых людей, которые слышат эту аббревиатуру, профстандарты, пугает и работодателей. И на самом деле не прошло даже и 3 месяцев, как вступило в силу новое изменение федерального законодательства. Причем и федеральный закон об образовании, что, наверное, более понятно обществу, простым людям, раз профстандарт. Профессия и стандарт, по которому эту профессию готовят. И также изменения вступили в Трудовой кодекс, что более существенно. Вот с 1 июля 2016 года мы понятие профессионального стандарта можем напрямую увидеть в Трудовом кодексе Российской Федерации. То есть профстандарт – это, по сути, характеристика требований к работнику, которые необходимы ему для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Если совсем по-простому идти, то мы на самом деле нашу деятельность, любого из нас, мы можем разбить на трудовые функции. Вот я бы так это объяснил. Трудовые функции. Набор трудовых функций различных, он формирует вид профессиональной деятельности. Отдельные трудовые функции могут быть в нескольких видах профессиональной деятельности. И здесь как раз присоединяется система образования, профессионального образования, потому что, может быть, здесь приведу пример кондитера. Кондитера, потому что для нас этот год был особый. Лучшим кондитером Российской Федерации стал наш Степан Кириллин, студент одного из учреждений нашей республики. И вот если мы посмотрим на кондитера, то кондитера можно разложить его трудовые функции на несколько частей. Первая часть – это умение приготовить тесто, умение изготовить какое-то кондитерское изделие. Это самые простые функции трудовые, которые реализуются на уровне профессионального обучения или среднего профессионального образования. Второй уровень – это когда специалист может организовать работу нескольких кондитеров в рамках бригады. И такой, более нам знакомо в СМИ, это понятие шоколадье. Вот для того, чтобы стать шоколадье, это уже уровень среднего профессионального образования в чистом виде. Но и уровень, когда специалист, человек, он может руководить работой целого кондитерского цеха, то есть организовывать весь процесс. Это уже уровень высшего образования. То есть, собственно говоря, вот это и есть разбивка трудовых функций. И понятно, что под каждую из указанных мной уровень образования будет прописан отдельный профессиональный стандарт. А сколько сейчас прописано профстандартов и кто вообще этим занимается? Хороший вопрос, потому что изначально кто занимается, я бы хотел ответить. Да? Вроде бы понятно, что этим должны заниматься, например, Минобрнауки Российской Федерации. Это вполне естественно. Но на самом деле профстандарты и те изменения, которые отражены в федеральном законе об образовании, они нас возвращают именно туда, куда потом уходят выпускники, то есть где применяются трудовые навыки. То есть профессиональные стандарты разрабатываются профессионалами, непосредственно занятыми на рабочих местах, которые выдвигают свои требования. Дальше идет апробация, идет утверждение, в том числе отраслевыми ассоциациями отдельных товаропроизводителей или тех, кто оказывает услуги. То есть получается, что профстандарт пишут профсоюзы? Нет, не профсоюзы, пишут профессионалы, мастера своего дела, которые лучше всего знают, какое оборудование, как это оборудование меняется, как меняются требования, в том числе потребителя, к готовой продукции или к оказанию услуг. И примерно по нашим оценкам сейчас, это можно отследить на сайте, в том числе Минобрнауки Российской Федерации, 800 профессиональных стандартов уже прописаны. И по оценкам, которые эксперты говорят, и мы как эксперты это подтверждаем, что еще примерно 800 профессиональных стандартов мы ожидаем в ближайшие 1,5 года.
вот эти изменения будут касаться только работников как бы технического вот этого среднего звена образовательного, да? Или и на высшее образование, вот, например, журналистика, она же тоже туда может попасть легко? Нет, на самом деле, мы опять же говорим, мы же исходим из кирпичиков. Кирпичики это трудовые функции. Понятно, что и на высшем уровне, да, у журналиста часть трудовых функций, она берется с нижних этажей образования. То есть, и понятно, что профстандарты, они прописываются для всех уровней образования. Для всех будут присутствовать. Все профессии будут иметь и все профессии будут описаны ныне живущие, но кроме того, мы же с вами знаем, что есть еще понятие атлас новых профессий. И в мире в целом еще идет выработка понятия профессии перспективной, профессии будущего. То есть набор трудовых функций, сложенный по-новому, он в будущем создает новые профессии. И вот, собственно говоря, это тоже является частью политики. Но политика здесь в каком плане важна? Важно же не столько разработать сам стандарт, да? То есть с точки зрения работодателя профессиональный стандарт важен с точки зрения требований к работнику. То есть появляются люди, человек приходит и говорит: я хочу у вас работать. Работодателя есть формальная возможность, рамка квалификаций, с помощью которой он может посмотреть, действительно ли этот человек, он соответствует той должности, на которую он приходит работать. Кроме того, профессиональные стандарты важны с точки зрения учреждений профессионального образования, потому что именно по этим профстандартам должна быть организована подготовка будущих специалистов или же переподготовка, что тоже, в общем-то, приемлемо, поскольку люди в течение своей жизни несколько раз меняют профессиональную деятельность. И здесь у учреждений профессионального образования большой вызов, потому что и преподаватели, и мастера производственного обучения, и используемые образовательные программы должны измениться. И здесь вот мне кажется, что самым наиболее позитивным, наверное, фактором профстандартов сейчас в Российской Федерации это то, что вслед за профессиональными образовательными стандартами разрабатываются образовательные стандарты. Вот мы больше привыкли говорить государственный образовательный стандарт, федеральный государственный образовательный стандарт. Но когда человек обучается по стандарту и потом появляется на конкретном рабочем месте, часто работодатель задает вопрос: а можете ли вы делать это? Ну, например, вот если я уж начал с примера кондитера, например, работодатель где-нибудь в Самаре, да, спросит: а можете ли вы готовить птичье молоко по технологии якутского хлебокомбината? Человек скажет нет. Работодатель скажет: ну, извините, мы будем искать того, кто это может. Но на самом деле ведь производство птичьего молока – это определенные низовые, да, первичные трудовые функции, которыми, наверное, этот человек владеет. Вот для того, чтобы было понятно, как на рынке труда вести себя тому, кто выходит на рынок труда, и тот, кто потребляет тех, кто появляется на рынке труда, и разработаны эти профессиональные стандарты. Касательно работодателей, очень много вопросов возникает. Они будут, наоборот, защищены, или у них появится больше прав уволить человека без причины. Там очень большие споры такие в интернете идут. Ну, дело в том, что наряду с изменением в Трудовом кодексе и Федеральном законе об образовании с 1 января 2017 года мы ожидаем то, что вступает в силу новый федеральный закон, который называется «Федеральный закон о независимой оценке квалификации». Соответственно, будут общественно-профессиональные объединения работать, созданы, которые будут проводить такую независимую оценку. По сути, это будет обозначать рейтингование, да, то есть присвоение статуса определенного уровня владения своей специальности, своей профессией конкретному человеку. Вот это как раз-таки должно, в общем-то, обеспечить некие гарантии работодателя. Потому что работодатель, многие, особенно если речь идет о частном бизнесе, ну и государственные учреждения и предприятия, они же хотят получить максимальный эффект от работника. Собственно, почему профстандарты и внедряются? Российская Федерация замечает. Например, мы работаем в 1,5 раза больше, чем средний сотрудник учреждения или предприятия в Германии. Но по производительности труда мы отстаем. То есть, работая больше, мы производим меньше. Поэтому задача профстандартов, и здесь прямой интерес работодателя, это чтобы пришли работники, которые были предсказуемы с точки зрения исполняемых ими трудовых функций и с точки зрения скорости исполнения и качества исполнения этих трудовых функций. А повышение квалификации, то есть там как это будет разбито? Это будет уровень 1, уровень 2, как у тех же поваров, там, например, 1 там, категории, там, 2 категории. Нет, у нас на самом деле, у нас с вами, еще раз повторюсь, уровни образования известны. То есть есть профобучение,
есть среднее профессиональное образование, есть высшее образование, есть дополнительное профессиональное образование. Вот по многим категориям сотрудников, в частности по поварам, появляется фактор дополнительного профессионального образования. Соответственно, появляется новое оборудование, на котором нужно работать. Это же не изменение всей профессии, но меняются инструменты профессии. Соответственно, вот повышение квалификации будет идти с точки зрения овладения новой техникой и новыми технологиями приготовления. А как это будет выглядеть на бумаге? Это будет какой-то диплом, это какой-то сертификат, это что-то электронное, может быть? Ну, тоже очень хороший вопрос, спасибо, потому что на самом деле доверием, да, вот, к человеку, как работнику, уже, наверное, в меньшей степени будет служить диплом или в меньшей степени будет служить, например, трудовая книжка. Но в большей степени это будет отзыв или характеристика предыдущего работодателя и, например, наличие фамилии того или иного человека в числе прошедших повышение квалификации по определенной программе на сайте отраслевого совета работодателей определенных. То есть это будет гарантия. То есть работодатель заходит, находит эту фамилию на отраслевом сайте, и это как раз и есть подтверждение того, что человек, если его включили в список прошедших повышения квалификации, значит он гарантированно освоил минимальный набор вот этих трудовых функций и навыков. Не будет ли создано какие-то новые учреждения государственные, да, по отслеживанию вот этими всеми делами? Потому что очень большой пласт будет документации, да, очень большой пласт разной информации, и там какие-то сайты, может, создадутся, или каждая отрасль будет сама по себе? Ну, здесь вот, например, с нашей стороны, да, с точки зрения государства и органы исполнительной власти, которые вот курируют, собственно, профобразование в республике, мы налаживаем непосредственное взаимодействие с работодателями, в том числе и с частным бизнесом, с помощью новых инструментов. Новые инструменты это что? Например, многофункциональный центр прикладных квалификаций, где мы совместно разрабатываем образовательные программы повышения квалификации. Это гарантия. Это не потребует уже дополнительных документов и подтверждения. Нет необходимости в этом случае у работодателя запрашивать программу обучения, если он ее вместе с нами вместе разрабатывает и вместе с нами реализует. Дальше, например, это профессионально-образовательные кластеры. Это вообще классический пример адаптации, да, вот, значит, требований к работнику на примере конкретного предприятия, конкретной отрасли и даже, может быть, региона. Ну, уже фактически квартал работает новый закон. И на какой стадии у нас это в Якутии? Ну, в Якутии пришлось нам пойти на такой шаг. Мы долго над ним думали. Вот собственно, до 1 июля мы при министре профессионального образования, подготовки и расстановки кадров в республике создали Совет работодателей. Мы думали, что не все откликнутся или мало откликнется, потому что советов действительно очень много. То мы по содействию занятости трудоустройству, то мы, например, советы, которые направлены на конкретно какую-то отрасль. Но, к нашему удивлению, работодатели очень обеспокоены. И они сейчас на уровне управления кадров предпринимают очень большие усилия для того, чтобы приготовиться к тому, что появятся работники, которые будут уже к ним поступать на работу в соответствии с новым федеральным законодательством. То есть нужно прописывать требования к должностным инструкциям, нужно прописывать требования квалификационные к приему на работу, нужно прописывать требования, в течение какого срока нужна будет проходить аттестация или переаттестация конкретного сотрудника на рабочем месте. Вот наш совет работодателей, мы совсем вот недавно собирались, около месяца тому назад, мы решили пойти дальше, мы теперь расходимся уже по отраслям. То есть мы определились, что совет работодателей, он будет при нас, это потому что нужна обратная связь с учреждением профессионального образования. Ну, то есть работа ведется? Работа ведется, и, в общем-то, есть первые результаты, которые на самом деле базируются на предыдущих результатах. Потому что не секрет, что ведь ряд последних лет система образования, профессионального образования, высшего образования, она ожидала именно реакции конкретных отраслей. Конкретные отрасли являются, по сути, разработчиками образовательных стандартов и образовательных программ. Но не у всех отраслей это получилось. Вот сейчас вот, профессиональные стандарты, новые изменения, они вынудят все отрасли откликнуться на эти изменения. Когда это начнется уже? Когда вот... Это, ну вот оно происходит. Я же говорю, что это на самом деле
вот опыт наших отдельных профессионально-образовательных кластеров, в частности по внедрению дуального обучения, он по своей сути является методом подгонки образовательной программы под профессиональные стандарты конкретного предприятия. Это когда человек 2 или 3 дня в неделю он проходит теоретическое обучение, оставшиеся 3 или 4 дня он уже работает непосредственно на конкретном предприятии. Таких программ становится все больше. Соответственно, теория, он приходит на рабочее место, и работодатель обратно возвращает то, чему нужно доучить. Отлично, спасибо большое, Михаил Юрьевич. Да. Сделаем вывод, что внедрение профессиональных стандартов так или иначе отразится на всех, на нас, на вас, уважаемые читатели и зрители. С вами была передача «Акцент» и министр профобразования Михаил Присяжный. Спасибо. Спасибо.